Находившийся в трудовой миграции в России, житель Яванского района Таджикистана 23-летний Мухаммад Наби Джалилов был депортирован в начале месяца к себе на родину. По прибытии он был задержан представителями таджикских силовых структур по обвинению в организации экстремистской группы и сотрудничестве с запрещенными организациями, после чего был помещен в следственный изолятор ГКНБ. Об этом сообщает радио Азади. Также стало известно, что вместе с Джалиловым задержано еще 3 депортированных из России мигрантов, которые также помещены в СИЗО. Всем задержанным инкриминируется распространение видеороликов организации «Хамас» с эпизодами боевых действий в секторе Газа. Один из друзей задержанного, Рахим Сафаров, сообщил журналистам, что неделю назад Джалилова забрали с места работы и с тех пор его телефон выключен. После этого друзья узнали, что поводом для преследования оказался тот факт, что Мухаммад Наби, как и многие другие мусульмане, делился на своих страницах в социальных сетях видеороликами с кадрами боевых действий в Палестине. Такой поворот оказался для всех неожиданным, ведь организация «Хамас» не запрещена в России и в Таджикистане. И даже более того, Россия поддерживает дружеские отношения с руководством «Хамас», периодически принимая представителей этой организации в Кремле. Если сильно не заморачиваться, чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него? Наш. Напомним, что в СМИ постоянно появляются сообщения о задержании в России таджикских мигрантов по сфабрикованным обвинениям в сотрудничестве с запрещенными организациями. На самом деле, их в основном задерживают за лайки на оппозиционных ресурсах либо материалы религиозного характера. Аналогичные процессы происходят и в самом Таджикистане. Facebook, Одноклассники ва YouTube бо номи Осим Муджахед саҳифа шуда, пас он барномаҳои ташкилотҳои террористиро мунтазам тамошо ва ҷонибдорӣ намудааст. Редакции Хабархо стало известно о нескольких подобных случаях как в столице, так и в северной части страны, которые не были приданы огласке в СМИ. На условиях анонимности несколько собеседников жителей столицы сообщили, что силовики, прикрываясь борьбой с так называемым терроризмом и экстремизмом, без каких-либо причин задерживают соблюдающих религию молодых людей, доставляют их в местные отделы ГКНБ либо МВД, без каких-либо на то законных оснований проверяют их смартфоны. После чего вызывают родителей, шантажируют их открытием уголовного дела, предлагают пустить задержанного сына взамен на передачу им от $3000 до $5000, что для Таджикистана считается очень большими деньгами. تصور کنید دیگر در چهره دین مبین اسلام این دشمنی قسم خورده خود را دیده است و تا امروز هم می‌بیند.